по поводу обращения вчерашнего. Можно ли назвать, вообще считать выражением воли всего ингушского народа, вчерашнее обращение некоторых представителей нашего народа к администрацию президента России? И еще один вопрос: каким последствиям вот такие визиты в Москву могут привести представители оппозиции? Ну, я понимаю прекрасно, опять же, тот же Барахоев Ахмед, тот же Мутёльков Магомед, который там фигурирует в этом процессе. Они плотно вошли в эту, стали на эту дорогу борьбы бескомпромиссную с властью. Ну, это их право как граждан, и никто им в этом не мешает. И особо власть не вмешивается в их там деятельность. Если они, конечно, определенные рамки не придут. Да, я опять же тоже иногда требую с органов правопорядка более жесткого реагирования на их поступки. Но опять же, если закон не позволяет это делать, но они спокойно так и ездят. Они обращаются, поехали в администрацию президента с подписями, 51 тысяч человек якобы подписались. Я сам первый подпишусь, где написано «за» или «против» закона о реабилитации репрессированных народов. Я, конечно, запишусь «за», как ингуш, как человек, чьи предки были репрессированы, подверглись геноциду и так далее. И если подписались, то я понимаю, что многие подписались именно под этим заголовком. Но уж точно, когда говорят там, есть те, которые там, возможно, и подписались, в том числе и сам Барахоев, сам Мутёльков, их родственники, там, и те, кто вокруг них, и против отставки власти главы республики. Мне не столько то, что они поехали, не это все. Перед этим буквально выступили несколько пожилых людей, которые зачитывали целый текст обращения к президенту страны. Но, опять же, повторяюсь, они пожилые люди, у них есть свои родители, свои дети, свои внуки, таипы. Как-то вот тоже высказывать по ним не хочется, там, более жестко. Но сказал бы все-таки, по каждому пункту пройдите, посмотрите и сказать им, ну зачем врать? Ну, если вы пишете что-то такое, ну пишите правду. Не согласны с границей, так пишите правду по границе. Ведь изначально тема была, и все это знали. И на митинги люди выходили из того, что искренне верили в том, что отдали земли, верили в то, что республику сейчас расформируют, верили в то, что отдали Датых, Арштыль, Чемульга, верили в то, что отдали нефтерудные месторождения. Кто-то пустил сказку, что в том районе нашли большое количество золота, ну и так далее. Это все понятно. Людей вот этим, ну, смысл был такой, что людям рассказывали про границу, про землю. А потом-то люди понимали, какую цель преследуют организаторы вот этих всех вещей. Не все. Часть организаторов, которые изначально стояла, она откололась, когда они увидели, что этих интересует не земля, не граница, их интересует власть. Поэтому то, что вот эти выступающие говорят, я там вчера на правительстве говорил об этом, сельского поселения Кантышева или из других населенных пунктов они. Ну, когда они ехали навстречу выступать или ехали обратно, они что, не видят, сколько сделано за эти буквально 6 лет, 7 лет? Почему врать президенту страны о том, что ФЦП не реализовано, социальные проекты провалились? А где цифры ликвидированной трехсменки? А где цифры, сколько мы там дошкольных мест создали? А где цифры там двухсменку ликвидировали? А где цифры новых школ, спортивных объектов? Где эти-то цифры? А где цифры по оползневикам, по вынужденным переселенцам? Да, есть огрехи, есть недостатки, есть, ну, кто же гарантирует, что этого не будет? Говорят про коррупцию. Даже на встрече с Александром Анатольевичем Матовниковым был задан вопрос. Конкретно назовите где. Нельзя так огульно выступать и себя так вести. Ну, хватит уже от этих там, мы собрали столько-то тысяч подписей. Уже было это при Зязикове, когда тоже некоторые деятели ездили в Москву, стояли у этих дверей и кричали на весь мир, вызывая там
трибуны журналистов, что мы собрали столько-то подписей за отставку. Вот я ели с подпись отставка главы республики из политического вопроса, или границы, или же закон о реабилитации. Мало вопросов, вот я есть подпись. И почему вот я подписи Халбианчар использует в своих личных целях? Возмучит. Адета хоздаться, ден хоздаться, вот хоздаться. И чамажда, это жди кадар, но даже баков этого демократия какая-то. Я просто хочу для жителей еще раз довести одну вот такую хорошую информацию, хорошего, даже лел дахам, Аллах металядаз, халхвянер малвхаш, халхвяншиллар малаяхаш, а дигр да думасника шедиалду, митинги, не митинги, цадр, что митинги, а дигр рыжи, халхвянери, это малвхаш. Цунлар мучай хаж, цуфидят хаж. Я говорю, избавьте, что он будет. Савалс не одна, иш камел цардучи, шейк от царда, шарди царда есть. Но халх венер малу хаж, шарсентя долго школе, цардя хам хахук хотя бы. Двое ушдагаш дивы, только убашни дахвы. Я говорю, Мухаммад хадя нахбы, кадол хамбы, кадр хамажда, цардя рфут. Камон золом дядя, дик хамца мучмучия. Тем более цеек и сирен хакимушхан. Док должен занимать я. Царь цухар дярфут. Куанилом дал, что калрут да шхат бои власти. Шаш ханнер шхат, но кому вахту дика хубба царах. Поэтому цивулка мог бы на кадар, разлорнул школу.